Эфир абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшукшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. За вклад в укрепление обороноспособности военный комиссар Абхазии Беслан Тарба награжден медалью имени Султана Сосналиева. 2 гран-при и 3 звания лауреата первой степени завоевал детский московский ансамбль абхазского танца «Амцабс» в конкурсе «Таланты России». Нестор Тарба стал первым победителем из Абхазии телевизионной олимпиады «Умницы и умники». 2 апреля в актовом зале Кабинета министров ровно в 12 часов состоится официальная церемония вступления в должность президента Республики Абхазия. Среди почетных гостей ожидаются президент Южной Осетии Илан Гаглоев, первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, главы субъектов Российской Федерации, послы России, Южной Осетии, Венесуэлы, Никарагуа, представитель Приднестровской Молдавской Республики. Исполняющий обязанности президента Бадра Гунба подписал указ о призыве в апреле-июне 2025 года граждан Республики Абхазия на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву. Кабинету министров, администрациям районов и города Сухум обеспечить выполнение в полном объеме мероприятий, связанных с призывом и увольнением с военной службы граждан Абхазии. Исполняющий обязанности руководителя администрации президента Бесалом Кварча вручил Елене Бабиченко орден Леона, которого посмертно был удостоен ее супруг Кавказ Атрышба. На меня сегодня возложена почетная и одновременно грустная миссия. Мы неожиданно потеряли нашего друга, истинного патриота. Это большая потеря для всех нас, сказал Кварча. Он пожелал вдове терпения и здоровья. За мужество и самоотверженность, проявленные в Отечественной войне народа Абхазии, Кавказ Атрышба был награжден орденом Леона посмертно. Указ подписал исполняющий обязанности президента Бадра Гунба 17 декабря прошлого года. Мы неожиданно потеряли нашего друга, большого патриота, истинного абхазца. Вот так вот, к сожалению, получилось. Это потеря для всех нас, общая потеря. Поэтому сегодня я имею такую миссию. Указ о награждении Атрышба Кавказа Камиля Кемаловича орденом Леона посмертно за мужество и самоотверженность, проявленные в Отечественной войне народа Абхазии 92-93 год, наградит Атрышба Кавказа Камиля Кемаловича орденом Леона посмертно. Исполняющий обязанности президента Бадра Зурович Гунба. Абрейш Кавказеиԥш иҟоу афырхаҵақәа рыԥсынҭоу реиҳа пату рықәцазар реиҳа ибзиахоит ҳәа сгәы иаанагоит. Вечная память. Действительно, Кавказ сделал, как у нас абхазы говорят, все, что мог. В войне, после войны, особенно после войны, формирование и становление специальных подразделений Министерства обороны. Тех людей, которых он готовил, находясь на службе Министерства обороны, они во всех силовых структурах Министерства обороны работают сегодня. И сегодня работают, и когда было тяжело, когда еще не было никаких признаний, когда приходилось бороться, вести борьбу с диверсионными группами, они во всех подразделениях проявили себя как специалисты высочайшего уровня. Медалью «Честь выше жизни» награжден военный комиссар Абхазии генерал-майор Беслан Тарба. Награду торжественно вручил председатель общественной организации «Союз абхазских добровольцев Кабардино-Балкарской республики» Сергей Хагоев.
Орден чести высшей жизни имени султана Сосналиева учрежден Союзом абхазских добровольцев. Название ордена связано с девизом добровольческого движения. Для кадрового офицера честь дороже всего на свете. Ежегодно награды вручаются людям, не склонившим головы в военное и мирное время. Также за личный вклад в укрепление обороноспособности, сохранение независимости и государственности Республики Абхазия почетными грамотами награждены работники военного комиссариата Абхазии. Этот медаль сделал Союз абхазских добровольцев для того, чтобы те люди, которые непосредственно занимаются делами абхазского народа и делами добровольцев, поэтому мы решили вам от Союза добровольцев наградить этой наградой. Награда называется «Честь высшей жизни». С 11 марта в Абхазии изъяли 423 аппарата для майнинга. Проверено 382 объекта. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Роберт Киут провел совещание, главными темами которого стали вопросы выявления фактов незаконно хранимого и носимого огнестрельного оружия, а также незаконной добычи криптовалют. Подробности в материале пресс-службы МВД. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Роберт Киут провел совещание по вопросам выявления фактов незаконно хранимого и носимого огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также незаконной добычи криптовалют на территории республики. В совещании приняли участие исполняющий обязанности первого заместителя министра Руслан Ажиба, исполняющий обязанности замминистра Беслан Чкадуа, руководители профильных управлений. О результатах работы с 11 марта 2025 года по 31 марта по проведению оперативно-профилактических мероприятий по обнаружению и изъятию незаконно хранимого и носимого огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ доложил временно исполняющий обязанности начальника управления уголовного розыска Беслан Жвани. Итак, с 11 по 31 марта 2025 года было обнаружено и изъято автоматы 7 единиц, пистолеты разных модификаций 9 единиц, винтовки 4 единицы, 2 гранаты, патроны разного вида 19 119 штук. Если брать по районам, у нас по Гагре изъято 5 автоматов Калашникова, 4 винтовки, 1 пистолет, патроны 18 808 штук. Гудаута 3 пистолета, из них 2 пистолета системы Макарова и 1 пистолет барабанный ЛКшка. Город Сухум 2 пистолета и 1 автомат Калашникова. Гурильский район 1 автомат Калашникова и 1 пистолет системы Макарова. Ачимчистский район изъято 2 пистолета системы Макарова на данное время. Работу в данном направлении следует продолжить, не снижая темпов, отметил генерал-майор милиции Роберт Киут. Исполняющий обязанности министра также подчеркнул необходимость более тщательной подготовки к летнему курортному сезону. В преддверии летнего курортного сезона эту работу нужно максимально провести. Я вам поручаю сделать так, чтобы в общественных местах люди с оружием не появлялись. В том числе даже те, которые имеют разрешение на ношение оружия. Они не имеют права находиться в тех местах, где люди отдыхают. Ориентируйте все райподразделения уголовного розыска, чтобы были направлены именно на выявление незаконно носимого оружия. Беслан Русланович, в ходе проведения рейдовых мероприятий основной акцент делать именно на этот фактор. Есть. Проводите рейдовые мероприятия, в том числе и в общественных заведениях. Обязательно нужно это все делать. Для чего сегодня нашим гражданам в мирное время ходить с оружием? Для чего? Для того, чтобы совершать преступления в дальнейшем. Иногда умышленно, и в том числе и неумышленно тоже получается. Так что давайте этот вопрос нужно решать более, так скажем, заострить внимание, потому как по-другому у нас последние события, которые происходили в нашей стране, они нам диктуют, чтобы мы именно так и действовали в отношении тех людей, которые не понимают, как правильно носить оружие.
Исполняющий обязанности первого замминистра Руслан Ажиба обратил внимание на уровень компетентности некоторых районных начальников милиции. В этой связи руководители министерства не исключают кадровые перестановки. Все районы, которые не смогли, то есть не выявили, нет определенных результатов, мы вам доложим. Они будут, в отношении них будут приняты меры. Вообще целесообразности их нахождения на занимаемой должности. Каждый день отчет идет о проделанной работе, вечером докладывают. Несколько районов у нас в спящем режиме находятся на сегодняшний день. Это я пока не буду озвучивать. 15 после совещания мы вам доложим. То же самое сегодня утром, когда докладывал замначальника УКОНа, он говорит, что на сегодняшний день негде наркотиков купить. То есть нет в Абхазии, они все наркоманы переезжают на ту сторону, чтобы поднять там закладки. То же самое мы хотим сделать, ужесточить вообще нахождение огнестрельного оружия и патронов. Я думаю, что нужно максимально ужесточить покупку патронов. Далее начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции Султан Кабардаев доложил о предпринимаемых мерах и имеющейся статистике по противодействию незаконной добыче криптовалюты на территории страны. 423 аппарата выявлено и проверено 382 объекта у нас. Работы ведутся даже сегодня. И сегодня мы выявили майнинг-ферму, небольшую, правда, но выявили. В горорганах в тяжело доступных местах находятся, как вам известно. Мы работу проводим, не останавливаемся. Поставьте задачу всем подразделениям. Пусть активно начнут заниматься выявлением майнинг-оборудования и его изъятием. Это обязательная работа. Я хочу услышать, чтобы к концу недели у нас были уже результаты. Сегодня к работе МВД особое внимание подчеркнул генерал-майор милиции Роберт Кьют. Все текущие вопросы деятельности ведомства находятся на личном контроле высшего руководства страны. Уважаемые коллеги, могу вам отметить, что все эти вопросы и другие актуальные вопросы, как говорится, работы Министерства внутренних дел находятся в особом контроле у Бадра Зуравовича Глумба. Соответственно, ежедневно он просит отчетности и ставит соответствующие задачи. Основные задачи, которые мы непосредственно сейчас обсуждаем, они являются главными. То есть нам необходимо в этом направлении усилить работу, так как это команда президента. Резюмируя совещание, исполняющий обязанности министра Роберт Кьют дал поручение разработать и представить план подготовки к летнему курортному сезону в кратчайшие сроки. На фасаде дома номер 4 по улице Калмыкова будет установлена мемориальная доска, увековечивающая память о герое Абхазии Альберте Тополяне. Такое решение приняли депутаты Сухумского городского собрания. Депутаты также заслушали финансовый отчет, а ряд объектов включили в перечень подлежащих приватизации. Гугу Савардания расскажет детали. Депутаты городского собрания поддержали инициативу увековечения памяти государственного и общественного деятеля Альберта Тополяна. Совсем скоро на фасаде дома по улице Калмыкова, где он жил, появится мемориальная доска. Альберт Гаспарович Тополян – большой патриот нашей страны, один из инициаторов создания и организатор армянского батальона имени маршала Баграмяна, человек, который заслуженно награжден званием Героя Абхазии. С инициативой увековечить память героя Абхазии в Сухумское горсобрание обратились несколько организаций и жители его родного дома, коллеги и друзья. Становление его как политика происходило. Я помню, это были времена такого противостояния общественного в Абхазии, когда вот была создана организация Народный форум Абхазии Айтгалара. В это же время была создана армянская общественная организация «Крунг», которую возглавлял Альберт Тополян. И вот на этой почве мы тогда с ним познакомились, сблизились, и с тех пор, это были годы 80-е, да, и с тех пор вот он всегда активное участие во всех событиях в Абхазии принимал.
Депутаты городского собрания внесли изменения в столичный бюджет. Согласно документу, межбюджетный трансфер 40 миллионов рублей будет направлен на дотацию и ремонтные работы в инфекционной больнице и частичный ремонт Синопского парка. Также в рамках заседания был представлен отчет о проделанной работе начальника управления финансов администрации Сухума. По итогам 2024 года доходная часть бюджета города Сухум при плане 1 845 801,8 тысяч рублей, выполнение составило 1 979 307,2 тысяч рублей. В процентном соотношении выполнение составило 107,2%. Практически все виды налогов были выполнены. Рассмотрев письма главы администрации Беслана Эшпа, депутаты проголосовали за включение в дополнительный перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации. Нежилое помещение общества охотников и рыболовов по улице Конфедератов, офис по улице Мативаряне, административное здание по улице Войнахской, Гугуцавардания, Налачхинджерия, Ахрамичба, Абхазское телевидение. Дерзайте, и все у вас получится. Выпускник второй столичной школы Нестор Тарба стал первым победителем из Абхазии Российской телевизионной олимпиады «Умницы и умники». Это выдающееся достижение стало результатом не только его природного таланта, но и упорной, кропотливой подготовки. Благодаря успешному участию в Олимпиаде Нестор автоматически зачислен в Московский государственный институт международных отношений. С победителем телепроекта «Умницы и умники» пообщалась Адица Сагария. «Умницы и умники» – программа, придуманная Юрием Вяземским много лет назад, занимает особое место в пространстве ТВ-вещания. Она уникальна по нескольким причинам, а аналогов этой передачи не существует ни на одном из каналов не только российского телевидения, но и ближнего, а возможно и дальнего зарубежья. Были сначала отборочные игры у нас в 10 классе. Затем мне уже итоговый ответ сказали, что я в Москву буду в ноябре лететь 2024 года на четвертьфинал. Четвертьфинал выиграл, потом в полуфинал вышел, полуфинал тоже выиграл, затем в финал вышел. Было потрачено столько времени на ту же подготовку, сами съемки, и вот уже пришел сам итог этого всего. Подготовкой я сам для себя занимался сам. В первую очередь я сначала написал людям, с которыми я считал должен был посчитаться с их мнением. Я взял их советы, какие книги стоит взять. И уже дальше начал расписывать план, что и как мне делать. Я начал писать сроки, когда я должен что-то прочесть, что-то законспектировать. И потихоньку за этот март я готовился самостоятельно. В финальных играх Олимпиады «Умницы и умники» в Москве приняли участие 39 юношей и девушек из самых различных регионов России и ближнего зарубежья, среди которых был и Нестор Тарба. И первую медаль Нестор получил за ответ на вопрос, что Петр I сказал своим войскам последними словами перед Полтавской битвой. Ответить на вопрос смог только Нестор. Мы боролись, получается, за 12 мест победителей из тех, кто остался. И тема у нас была «Защитники Отечества с древнейших времен». Охват очень большой, потому что это берется на 1000 лет истории, и кого-то, но спросят про каждого. И у меня были такие два вопроса, на которые я лично смог ответить. Про Петра I и, получается, про 1943 год и Тегеранскую конференцию. И благодаря этим двум вопросам стал победителем. В финальной игре каждый раз на глазах у зрителей вершится настоящее чудо. 7 победителей прямо в студии становятся студентами одного из самых престижных университетов российской столицы МГИМО. Во-первых, можно поступить в МГИМО. Мы, опять же, со всеми об этом говорили. Есть два варианта. Либо скажут все-таки экзамен сдавать, либо уже без экзаменов берут. Но, по сути, документ уже подписали о том, что вводится в базу данных такой-то, такой-то, осталось только документы подать. Это раз. Сама Олимпиада что дает? То, что тебе дается квота на поступление, по сути, в любой университет. Ты получаешь, что бальники по профильным предметам можешь поступать, например, в тот же МГУ или Высшую школу экономики. То есть тоже в довольно престижный университет России. Умный, грамотный, талантливый, жизнерадостный, целеустремленный и в то же время уважительный и почтительный. Так отзывается о Несторе его учительница по русскому языку и литературе и по совместительству его классный руководитель Роза Какалия. На протяжении 7 лет она вкладывала в него свои знания и помогала добиваться поставленных целей. Стала на уроках замечать, что этот ребенок постоянно задает вопросы вне этой темы. То есть мы сразу определили,
что он очень много читает и развивается уже по другим литературным источникам. Было это видно. Очень был сдержанный ребенок. Никогда свое недовольствие по какому-то вопросу не выражал. Всегда знал, что сказать, как со старшим поговорить, как с младшим поговорить. И как педагог всегда мы радовались вот именно его успеху. Став первым из Абхазии победителем телевизионной олимпиады «Умницы и умники», Нестор Тарба вошел в историю республики. Он доказал, что целеустремленность, трудолюбие и жажда знаний всегда вознаграждаются. Победа Нестора не только гордость его родной школы, но и гордость всей его родины Апсны. Учителя были в полнейшем восторге. И вы, наверное, я сразу в соцсетях опубликовала то, что мы очень гордимся ими. И такой шквал восторженных комментариев был, в общем, очень, это гордость нашей школы. Я думаю, не только нашей школы, но и всей Абхазии, потому что впервые на таком уровне, в такой сложной игре, интеллектуальной игре, наш ребенок, наш ученик победил. За ходом финальной игры в прямом эфире следили с трепетом и волнением в душе одноклассники Нестора, которые сегодня гордятся его достижениями в мире знаний. Я был, честно говоря, уверен, что он победит. Он прошел в полуфинал, потом в финал. И когда он победил, мы были все очень рады за него. Я думаю, что таких же высот он добьется и в своей жизни. Мы поздравляем его. Я не сомневалась в том, что Нестор победит. Он очень эрудированный, умный, всесторонне развит во всем. Я желаю ему успехов и побед в дальнейшем, в будущем. Я уверена, что все у него получится. Отбором лучших учеников страны для участия в интеллектуальном телевизионном проекте «Умницы и умники» на протяжении 4 лет занимается главный специалист Министерства просвещения Нона Квициня. Участвуем 4 года в этой вот телевизионной олимпиаде «Умники и умницы». 4 года. И за 4 года у нас, я считаю, что не просто неплохие, у нас шикарные результаты, потому что мы каждый год приезжаем с какими-то вот, хоть и маленькими, но победами. Около 60-70 участников. И среди этих 70 участников, выделиться, сразу показать себя с первого раза, я думаю, это все-таки сложно. Это не каждому дается. Вот нашим детям это удалось. Абхазия богата талантами и перспективной молодежью. Несомненно, успех Нестора Тарба воодушевит многих школьников на учебу и саморазвитие. Адиса Сагария, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. 2 гран-при и 3 звания лауреата первой степени завоевал детский московский ансамбль абхазского танца «Амцабс» под руководством Лаши Марухба в конкурсе «Таланты России». Конкурс прошел 29 марта в Москве. В нем приняли участие коллективы со всей России, которые представили около 300 номеров в различных номинациях. «Амцабс» выступил в жанре хореографическое искусство, инструментальный номер. Гран-при конкурса ансамбль получил за горский танец. Еще одно гран-при коллективу присудили за номер с барабанами. «Амцабс» получил приглашение на участие в финальных конкурсах «Таланты России» в 2025 году в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Этот конкурс был настолько масштабным, что нашему коллективу впервые пришлось провести в концертном зале почти 12 часов. И дети выдержали такое испытание достойно. Вообще участие на фестивалях, в конкурсах – это всегда яркое воспоминание, это праздник для детей. И для меня, конечно, тоже как для руководителя и хореографа, важно также, что участие в таких мероприятиях повышает художественный уровень репертуара и исполнительское мастерство участников. Хочу поблагодарить еще раз всех наших детей за самоотдачу, за энергию, за технику, которую они показали на этом выступлении. 5 кубков. Это не всегда такое у нас бывает. Также поблагодарить родителей, которые всегда рядом с нами, за их поддержку. В минувшие выходные благотворительный фонд «Добрый город» при поддержке администрации города Сухум провели акцию по бесплатной стерилизации домашних животных. Привести своего питомца мог любой желающий, предварительно записавшись. За 2 дня было прооперировано 204 собак и кошек. Шазина Ханагуа расскажет подробнее.
С улыбкой и в объятиях один за другим животных заводят на операцию. Акция по стерилизации проходит в приюте села Дзукта с самого утра. Сложно представить, но за 7 лет одна собака и ее потомство способны произвести на свет до 67 тысяч щенков, а кошка – 420 тысяч котят. Чем больше животных на улице, тем больше вероятность их гибели. Добрых рук на всех не хватает. И единственный гуманный способ сократить численность бездомных кошек и собак – стерилизация. Только этот способ решает проблему бездомных животных, ведь не допуская размножения своих питомцев, мы снижаем количество бродячих животных на улице. Только стерилизация останавливает популяцию бездомных несчастных щенков. Вот очередной раз мы организовали, будет стерилизовано очень много животных. Постараемся с улицы забрать именно бездомных, стерилизовать, по возможности их пристраивать. Стерилизация – это хирургическое вмешательство, которое проводится под общим наркозом. С 8 утра и до полуночи врачи-ветеринары Аляс Смыр, Евгения Клокова и волонтеры фонда проводили колоссально значимую работу. Хозяйские животные после стерилизации отправлялись домой, а бездомные проводили ночь в приюте. Волонтеры ставили им оранжевые бирки на уши и выпускали в место обитания. Поменялось мнение наших граждан. Это очень радует, что привозят именно домашних собак тоже. Своих питомцев привозят. От домашних собак, щенков тоже будет на улицах мало. Стерилизация решает ряд проблем. Это и продолжительная, здоровая жизнь животного, и зачастую решение проблемы побегов из дома. Также у людей не возникает проблем с нежелательным потомством, которое часто оказывается на улице и пополняет ряды бездомных животных. Все живые существа достойны сочувствия и милосердия. Движимые этим убеждением, волонтеры фонда спасают четвероногих бродяг и пропагандируют гуманное отношение к ним. Фонд «Добрый город» уже 2-й год организовывает акции бесплатной стерилизации при поддержке администрации города Сухум. Важно отметить наше плодотворное сотрудничество, которое помогает в борьбе с решением вопроса безнадзорных животных на улицах нашего города. Это уже 4-я акция бесплатной стерилизации, организованная фондом. За это время было простерилизовано 755 животных. Стерилизация проходила 2 дня в приюте в селе Дзукты и в госветстанции в Сухуме. За это время прооперировали 204 животных. Специалисты говорят, что желающих стерилизовать своих питомцев немало. У всех был шанс бесплатно прооперировать своего питомца и избавить себя от проблем с нежелательным потомством. Председатель благотворительного фонда «Добрый город» Кира Закираглы отметила важность стерилизации и выразила благодарность столичной администрации за поддержку в проведении такой нужной для города акции. Хочу отметить, что на протяжении этих 2 дней с нами работают сотрудники МУП благоустройства, которые занимаются транспортировкой животных. Проблема безнадзорных животных в преддверии курортного сезона особенно актуальна. И вместе мы сможем решить вопрос с безнадзорными животными на улицах нашего города. Проблема бродячих животных в Абхазии стоит довольно остро. Практически ежедневно собак и кошек выбрасывают на улицу. Для многих хозяев живые игрушки становятся обузой, ведь они стареют и болеют. Когда мы заводим животное, то берем на себя ответственность за его судьбу и судьбу его потомства. Потому как человек к ним относится, можно судить об его ответственности, мудрости и милосердии. Мы в ответе за тех, кого приручили. Правильное выражение, о котором нельзя забывать. Шазина Ханагу, Аляс Амичба, Абхазское телевидение. А сейчас прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра, во вторник, 1 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, по-летнему теплая погода, без осадков, местами возможен туман. Температура воздуха ночью +8-13, днем +19-24 градусов. Температура морской воды +12 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.